ще те, Христо, що це все, ось є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не венчила мі помте, вас не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юлит вірми, пимуйце, Христа щете, Христо, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Без є не шіш, я си виджи дейче, лок мі кед мушар се юге денічме, виден кода діла сласра, стави сряді, де є режвика. Юлит вірме, пимуйце, Христо щете, Христо, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Юлит вірме, Орднем ним юги диває дестача, вовтем факел я скипеден очам, є на жеміє між тракла лаві, поміму кожа вашла лаві. Юлит вірме, пимуйце, Христа щете, Христа, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Юлит вірме, без є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Юлит вірме, пимуйце, Христа щете, Христа, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета веснарі. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не венчила мі помте, вас не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юлит вірме, пимуйце, Христа щете, Христо, що це все, без є спомте, радійте. Кабинетные, кофейные, сегодня можно даже так сказать, сегодня я не с вами, можно на любителей кофе поднаехать. Василий Алексеевич здесь, поэтому проходите, время 10:02, 2 минуты, как наше служение уже должно стартовать, поэтому, брат Мирослав, скажи им, что двери закроем сейчас. Пока по-человечески, но когда второе пришествие будет, написано, Христос закроет двери, и все. Открыть уже не власти будет человеческой. Как ни прискорбно бы это ни звучало, пока сегодня есть возможность у нас прийти, быть здесь. Поэтому это хорошая возможность, хорошая привилегия в жизни каждого из нас быть в церкви, быть в Доме Божьем. Поэтому воскресный день в жизни каждого верующего человека – это особенный день. День, который наполнен особенным смыслом. День, который мы стараемся размышлять о вопросах духовных в нашей жизни. Вопросы, которые на самом деле глобальные. Есть у нас
мысли, которые в нашей жизни, они такие маленькие, короткие, сиюминутные, которые легко разрешаемые, но есть вопросы жизни, вопросы вечности. И слава Богу о том, что сегодня в здравии, в полном, так сказать, трезвом уме мы можем размышлять о вопросах вечных, о вопросах духовных. Потому что не все люди могут к этому прийти, и не все могут прийти к этому, допустим, в молодом состоянии. Да? В основном это такой стереотип, наверное, который, что о Боге нужно думать, когда тебе 60. Когда ты уже не можешь ничего, в принципе, вся твоя активная жизнь прошла, ты все, что хотел, сделал, все, что не получилось, все, что получилось, получилось. И вот ты дошел до 60, и все, что осталось? Только перейти в мир иной. Но я хочу сказать о том, что на самом деле большое благословение сегодня думать о вопросах духовных, не дожидаясь, пока тебе стукнет какой-то определенный возраст, когда будет уже поздно. Потому что Господь сегодня дает эту возможность скорректировать, направить, что-то изменить. И как вчера мы на молодежном общении общались, читали Евангелие от Луки, знаете, Христос сказал 3 правила, правила 3 действий. Я вам сейчас скажу. То есть там сравнивается человек с домостроителем. Все мы с вами что-то строим. Кто-то физически строит дом, кто-то строит свою семью, кто-то строит свою карьеру, кто-то строит свою учебу, кто-то строит воспитание своих детей. Скажем так. И в притче Христос говорит о том, что человек – это как строитель, который приходит, слушает, и лишь один момент отличает 3 действие от того, насколько успешно человек реализует свои планы и реализует свою жизнь. Насколько он исполняет то, что он слышит. И это всего лишь одно маленькое отличие в правиле 3 действий для того, чтобы то, что мы с вами делаем в глазах Божьих, в своей жизни, оно состоялось. Там написано «слушающий и исполняющий». Это слова Христа. Тут добавить нечего, прямая цитата, то есть как она дошла до нас. Понятно, что есть какие-то, может быть, моменты с переводом связанные, но я думаю, суть понятна о том, что Господь говорит о том, что недостаточно приходить, недостаточно слушать. Уши у нас есть, 2 уха, столько можно информации туда залить. Но для него важна ответная реакция, насколько человек еще может воплощать в жизнь то, что он слышит из Евангелия, из воскресного собрания. Поэтому это такое интересное правило, которое каждому из нас в жизни поможет. И поэтому не получится Богу сказать: Господи, а что не получается-то в моей жизни что-то? Он говорит: читай Библию, там все написано. Слушающий, но еще исполняющий. Поэтому секрет – жить по Слову Божьему. Потому что одно дело слышать, знать, другое дело жить и поступать так. Это разные вещи. Это должно быть наше отличие, это должно быть наше побуждение Духом Святым о том, чтобы наша жизнь, она отличалась качественно, о том, что мы хотим исполнить то, что Господь говорит. Поэтому, слава Богу, у нас есть это время в нашей жизни, когда мы можем быть в церкви, молиться, искать у Бога ответов, просить Его благословения, приносить к Нему свои нужды, которые у нас есть, благодарности, за которые мы можем сказать Ему спасибо. Данил Васильевич сегодня находится в Пыелдино. Сегодня там праздник жатвы. Поздний праздник жатвы, хотя они южнее находятся, но, слава Богу, поехал на общение туда. Передавал всем приветы. Сегодня будет проповедовать брат Мирослав. И вначале давайте прочитаем Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии, Кореевых сынов Псалом. «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил,
Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше 1000. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Знаменитый псалом, много песен на слова этого псалма мы знаем с вами. И поэтому, как в начале говорится, «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни». Надеюсь, все с утра встали и как сказали, что пора в Дом Божий. Такой внутренний дух нас сюда повел. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господь, спасибо Тебе за это воскресный день, Боже, за это утро, Господь, когда мы можем обращаться к Тебе и приходить перед Твое лицо, Господь, в том виде, в том состоянии, в котором мы сегодня пребываем, Господи. Нету особого случая, особого повода, Господь, потому что Ты принимаешь нас такие, какие мы есть, Господь. И мы предстоим перед Тобой сегодня в это утро и благодарим Тебя за то, что можем прославлять Тебя и размышлять, Господь, о вопросах вечных, духовных, потому что они важны, Господь. Потому что мы знаем, что все, что есть в этом мире, оно происходит от мыслей, Господь, из духовной сферы. И мы нуждаемся, Господь, в Тебе и хотим, Господь, как псалмопевец, быть в доме Твоем, Господь. Лучше один день, Господь, чем 1000 лет в шатрах нечестия, чем, Господь, не в тех местах, Боже, но помоги нам уповать, надеяться на Тебя, Господь, открывать свое сердце, слышать то, что здесь говорится в проповеди, в Слове Божьем, открывать свое сердце и стараться исполнить, Господь, в своей жизни, потому что Ты хочешь о том, чтобы каждое наше дело и предприятие, оно состоялось в нашей жизни, Господь, и не было урона. Но важно, чтобы мы исполняли то, что Ты желаешь сказать каждому из нас, Господь. Молимся Тебе об этом, Господь, качестве, о том, чтобы Ты наполнял нас. И благослови церкви, Господь, Даниила Васильевича в поездке, их сегодняшний праздник жатвы, урожая, благодарения, Господь, за то, что люди могли трудиться, собирать, Господь, это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Пребывай в каждом собрании, в каждой молитве, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поэтому будьте благословенны, мы уже пришли, мы уже слышим, исполнителями будем прославлять. Мир Божий, дорогая церковь. Всегда ревную о том, чтобы вначале славить Господа. Вначале пришел и прославить Господа. Он достоин всей славы, Он достоин всей хвалы. Мы приступаем к Богу живому, который вчера, сегодня и во веки тот же. Бог милующий, любящий, исцеляющий, просто благословляющий нас каждый день. Поэтому пришел в храм, прославь Господа. Скажи: слава Тебе, Господь! Я пришел в храм, я славлю Тебя вместе в собрании верующих людей. Слава Тебе, Господь! Давайте будем славить Его, открывать сердца наши пред Ним, и Бог нам воздаст. Аллилуйя!
на земли, крепкая скала. Иисус, вечная любовь, смысл бытия, святая драгоценность. Иисус, да склонятся горы пред лицом Твоим, будут петь все звезды на небесах, поклонятся народы, племена земли, будут петь все ангелы в небесах. Слава, слава Богу Всевышнему, слава, слава Богу Всесильному. Золото небес, жемчужина земли, крепкая скала. Иисус, вечная любовь, смысл бытия, святая драгоценность. Иисус, да склонятся горы пред лицом Твоим, будут петь все звезды на небесах, поклонятся народы, племена земли, будут петь все ангелы в небесах, да склонятся горы пред лицом Твоим, будут петь все звезды на небесах, поклонятся народы, племена земли, будут петь все ангелы в небесах. Слава, слава Богу Всевышнему, слава, слава Богу Всесильному, вся слава, слава, слава Богу Всевышнему, слава, слава Богу Всесильному, слава, слава, слава Богу Всевышнему, слава, слава Богу Всесильному, Богу Всесильному. Вся слава, аллилуйя Тебе, Господь наш, аллилуйя. Прочту немного от Луки. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народу шло с нею из города. Увидя ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, коснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Аминь. Иисус, мое сердце переполнено, я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда, мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Иисус, мое сердце, Иисус, мое сердце переполнено, я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус,
золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Еще раз, Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. И все вместе. Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Слава Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Доброе утро. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 1 стиха. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которое Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду. И это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Аминь. Imagine ten și trinde
2 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 9 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до 3 неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых нельзя человеку пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Аминь. Дорогие братья и сестры, время для пожертвований. И сегодня у меня слово такое: искупление. Господь нас искупил от власти греха, от рабства греха. В этом слове есть слово «купил». Родственное, да? То есть корень слова «купил». Посмотрел это слово. Вообще это слово произошло так, у евреев понимание такое, что выкупить, выкуп из рабства, настоящего рабства. Евреи сами попадали часто в рабство, да? В Египте, в Вавилоне. И многие из них были в рабах. И чтобы выкупить из рабства, нужно было, чтобы родственники заплатили какую-то сумму денег. Вот мы в наследство получили от родителей все, каждый из нас получил в наследство грех. То есть передается вот эта власть греха, к сожалению, и мы друг друга не можем выкупить, потому что мы все рабы, были рабы, но один, кто искупил нас своей драгоценной кровью, это наш Господь, наш Иисус. Сделал это добровольно и показал нам пример, чтобы мы могли богатством неправедным тоже служить. Может быть, кого-то и выкупить из рабства. Сегодня еще рабство есть на земле. Поэтому будем молиться о том, чтобы Бог давал нам мудрости, как нам служить своими финансами. Споем, послужим Господу. Ты моя защита, крепость жизни моей. Ты мой утешитель, я бегу к тебе. Ты моя опора, ты моя скала. Я отдаю тебе сердце навсегда. Ты моя защита, крепость жизни моей.
крепость жизни моей. Ты мой искупитель, ты мой искупитель. Я бегу к тебе, ты моя опора, ты моя скала. Я отдаю тебе сердце навсегда. Я отдаю тебе сердце навсегда. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Jolam Donavičko, Gridate mi verminta celokneciu горчины. Кыч Алексей Шус, ты не убин миянес Господь, и мионе кемша, те финансиасы скачуш, шуаша донамуса енли, Господь те щетин миянлы олымсы, мездин, миянес лёк мужьясыш, эн жали те щедут качужиш пите, медем ми ловжим сигат, те щетин вини Иисус Христос, те ловжис и Атлас ловжемен, ловжедис миянес. Бурши благословит шемсе, кодес ми чукортим Господь, ме те вели буруржас вели Господи енте, благословит. Благословит буде нас, мед ми вермем. Воджи нас служит не тен вели Господи енте. Аминь. Я думаю, что даже звать детей уже не надо, они должны уже знать, здесь стоять. Мы хотим спеть песню «Хочу летать, как маленькая бабочка». Я думаю, что дети и все вспоминают, и даже взрослые, что они в детстве хотели летать. Конечно, летали во сне, может быть. А я хотел стать космонавтом, помню. Потом узнал, что по здоровью мне не получится стать космонавтом. Говорю: бабушка, шей мне парашют, я с 4-го этажа прыгну. А она меня взяла и отпустила, сказала: что, из панталонов тебе сошью, что ли? Но я все равно хотел летать. Давайте споем, что Господь, мы теперь можем летать в духе, да? Вместе с Богом в любое время. Хочу летать, как маленькая бабочка, бабочка, да бабочка. Хочу летать, как маленькая бабочка, я Божие дитя. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Хочу скакать кузнечиком я по траве, да по траве, да по траве. Хочу скакать кузнечиком я по траве, я Божие дитя. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Хочу плескать карасиком я в глубине, да в глубине. Хочу плескать карасиком я в глубине, я Божие дитя. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. Хочу я славить Господа от всей души, от всей души, от всей души. Хочу я славить Господа от всей души, я Божие дитя. Я рад, так рад, ведь любит Он меня. 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 Ведь любит Он меня. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Богу за дядю Лешу, да?
Он так старался про любовь спеть Божью к нам. Хорошо, когда нас любят родители, да? Или плохо, когда нас любят? Ну, наверное, никто не против, что его папа с мамой любят, да? Гладят по головке, не наказывают за двойки, все прощают, все дают. Даже когда в чем-то отказывают, это тоже проявление любви, да? Аминь. Кто-то стих подготовил, что-то хочет рассказать? Маша, выходи. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притча 17:17. Аминь. Молодец. Глеб. Пусть все будет хорошо, чтобы все благословились, что все взрослые, все бабушки, все дедушки, все мамы и дети благословились на свет, чтобы Бог был всегда рядом, чтобы Он со всеми был рядом, с детьми, взрослыми, бабушками, дедушками. Аминь. Аминь, Глеб. Только вначале, чтобы это было не просто пожелание на открытке, а как молитва. Отец Небесный, да? Чтобы было понятно, что это молитва. А то как пусть учимся с вами. Вы знаете, хотел спросить, ну дети, наверное, не знают. В школе мы проходили на уроках истории Мартин Лютер. Это какой класс? Я уже не помню сейчас. Старший класс. Ну, кто знает, что он сделал? Реформацию провел. Ну, в общем, пришел Мартин Лютер однажды в воскресенье, и не знаю в какой день, и 95 тезисов прибил на двери церкви. 95 причин, с которыми он не согласен с церковью. Представляете, да? Что произошло с человеком? Что произошло с церковью? Дошло до того, что в церкви начали продавать индульгенции, бумажки для прощения грехов. Было такое в истории человечества. Неважно, что ты сделал, можешь купить прощение грехов, вот столько стоит убийство, там, блуд, воровство, всякие разные. Все, что ты бы не сделал, все можно было тебе прощено. И вот смотрите, к чему я про него вообще вспомнил-то? Я заметил, что какие-то тезисы появились на дверях воскресной школы. Не знаю, Мартин Лютер не воскрес, но это, наверное, какой-то намек. Поэтому я не буду озвучивать, что там написано. Но, уважаемые взрослые и уважаемые дети, пожалуйста, ознакомьтесь. Скорее всего, человек повесил туда бумажку, и он, наверное, что-то хотел важное сказать. Что-то есть у него, с чем бы он хотел с нами поделиться, и чтобы мы, наверное, приняли или не приняли эту точку взгляда. Давайте благословим наших детей. Но это больше к родителям был, вторая часть. Протянем свои святые руки и благословим наших детей. Отец Небесный, Господь, благослови каждого ребенка, Боже, маленького, большого. Дай им мудрости, Господь, в последней неделе учебной, для того, чтобы они хорошо учились, постарались, исправили все свои оценки, были светом в классе, в школе, Господь, не были теми людьми, которые обижают, которые обзываются, но молимся о том, чтобы они были примерными детьми, о том, чтобы все их способности и таланты раскрывались, Господь, чтобы они все, что слышат в церкви, Господи, они могли правильно понимать, Господь, и жить по Слову Твоему. Благословляем их в их жизни, в их учебе, в их семьях, домах, Господь, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте благословенны. Можете проходить на урок. И сейчас давайте принесем молитвенные нужды и помолимся за именинников. Приглашаю брата Мирослава. Дальше передаю, так сказать, в его руки святые. Я вас всех приветствую любовью Иисуса Христа. Рад быть здесь, молиться с вами, что-то говорить полезное, надеюсь. Но руки не святые. Я этими руками иногда шлепаю моих детей.
Поэтому не хочу, чтобы вы как бы превозносили тех, кто выходит сюда, потому что они обыкновенные люди, может быть, со своими вот вещами не святыми. Но, тем не менее, пытаются поделиться каким-то жизненным опытом, полезным, положительным. Вот так воспринимайте всех, кто выходит сюда. Есть нужды, и прежде чем мы помолимся за именинников, я предлагаю помолиться за эти нужды. Вот. Я, честно говоря, слабоват, вот как расшифровывать такие... Да. Вот кто-то из детей написал. Все, разобрал. Господь да поможет мне на соревнованиях. Мария Анканте. Вот. Хорошая нужда и переживание ребенка. Человек хочет развиваться. Человек хочет достигать результатов. И я думаю, во славу Божию. Я надеюсь, что она не для своего тщеславия, а для того, чтобы Бог прославился, люди сказали: о, у нее такие успехи, потому что она молится постоянно перед соревнованиями. Мы это видим. И поэтому давайте мы помолимся, чтобы действительно наши дети, они были славой Божией в тех кругах, в которых они находятся. У моего сына сейчас тоже соревнования, он на футбол в школу ходит, у них сейчас первенство между школами. И он приходит каждый раз, говорит: победили, победили, еще ни разу не проиграли, короче. Уже входит, сейчас будет у них последняя битва за первое, второе, третье место. Я говорю: ты-то сколько забил? Он так радуется искренне. Он говорит: я говорит, в запасных сижу. Я говорю: ты же молишься. Я говорю: ты так про себя думаешь, ты же молишься. Твоя задача даже может быть не там, может даже пользы больше здесь. И как бы благословить тоже, чтобы... он радуется. Я счастлив, что он радуется за ребят, хоть и знает, что запасных, а ходит постоянно на каждые эти соревнования. Вот. Благослови наших детей. Отец Небесный, Владыка Святой Господь, благодарю за наших деток, Господи. Спасибо, что в своей жизни, вот юные, они чем-то заняты, полезным, Господь Бог мой. И дети наши, они спортом занимаются или в каких-то кружках, Господь Бог мой, Отец. И мы сами им иногда помогаем найти себя вот через эти мероприятия, Господь Божий. Не знаю, станут ли они спортсменами, Господь Божий, или деловыми людьми в будущем. Но сегодня это им интересно, сегодня мы их в этом поддерживаем, и поддерживаем в наших молитвах, Господь, чтобы все у них получалось, прежде всего в учебе их, в школах, Господь. И также просим, чтобы в этих секциях спортивных, в этих кружках, Господь, они тоже достигали успехов, реализовали себя, видели главное, Господь, что Ты помогаешь, Твою Божью руку во всем. Потому что, молясь и получая ответ на свои молитвы, наши дети учатся доверию Тебе, Господь Бог мой. Я хочу, чтобы этот процесс не прекращался, но они возрастали в этом процессе во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая церковь, братья и сестры, у ребенка выявили лактозанемию. Не знаю, правильно ли прочитал. Сейчас в нашей семье очень тяжелый финансовый период. Если можете, помогите нам, пожалуйста, для Вовы. Смесь. Спасибо вам. Господь, пусть Господь хранит ваши семьи. Да, друзья, я думаю, тут просто надо подойти и, может быть, поговорить с теми, кто у нас финансовый вопрос решает, ну и конкретно сказать, сколько чего нужно. Ну, я думаю, что, может быть, правильно сделать общий сбор какой-то сейчас, или, я не знаю, приемлемо это или нет. Потому что здесь не обозначилась эта семья, но я думаю, что знают, кто это. Я попрошу вас вот в конце, после проповеди, сделать этот сбор, хорошо? Напомните мне, пожалуйста, чтобы мы этот сбор сделали посильный. Вот, помимо того, что там, может быть, церковь еще даст, чтобы мы лично поучаствовали в этом. Ну, потому что есть нужда, и, возможно, сегодня эти смеси, именно вот такие лечебные, ну, как бы, которые при такой болезни, они дорого стоят, мы не знаем. Вот, поэтому нужно реально помочь. Вот. Я думаю, что тут не надо молиться, тут нужно просто помочь, друзья. Помолитесь за семью Пешной Тани, чтобы дочки выздоровели, и за нашего сына Вову, чтобы не мучился с коликами, и чтобы прошла лактозанемия.
Это похоже, да. От Сергея всем привет, Вера Турубанова. Вот. Все-таки молиться просит. Значит, помолимся, чтобы прошла эта болезнь. Давайте за всех больных мы сейчас помолимся в этой единой молитве, чтобы Господь поврачевал наших родных. Моя жена тоже сегодня вынуждена дома была остаться из-за того, что горло болит. И мы не знаем, что это, пока она наблюдаем за ней. Вот. Помолимся за нее, чтобы она выздоровела. И, конечно, друзья, я хочу просить помолиться за моего друга и моего руководителя, наставника в миссии Гидеон, Нагорного Виктора. Вот вчера и позавчера с ним по телефону беседовал, вижу, что голос у него садится, он уже таким слабым голосом разговаривает. Обычно он очень бодрый, очень бодро отвечает, так, а тут он как-то уже, я по голосу чувствую, что состояние его пока не улучшается. Вот. Но он верит в чудо, врачи уже не берутся ни операции делать, он отказался от химии, верит в чудо Божье, и мы как рассуждаем в таких ситуациях? Господи, если я тебе нужен, восстанови меня. Вот. Я по-человечески рассуждаю, мне он нужен. Вот мне он еще здесь нужен на земле, чтобы вел это служение, вел нас всех. Вот, поэтому прошу помолиться, поддержать нас в этой молитве. Дорогой наш Небесный Отец, Владыка, Святой Господь, мы опять приходим к Тебе в молитве за больных, и это наше служение перед Тобой для наших братьев и сестер и людей внешних, за которых просят молиться. Сегодня я прошу за семью Першиной, Тани, за семью Турубановых, Господь Бог мой Отец, у них есть нужда, чтобы выздоровели их дети, дочки и сын, конкретно у Веры. Боже, молим, Отец, чтобы Ты, Боже, поврачевал этих деток, Отец, ушли эти болезни, Господь Бог мой, чтобы о них даже потом и не вспоминали, Господь Бог мой. Да, дети часто, бывает, в детстве болеют, и, Господи, мы всегда переживаем, Отец, мы всегда, Господи, готовы своим здоровьем, Боже, послужить, Господь, если это возможно, но только не болели бы наши дети, Господь Боже. И сегодня мы приносим на руках молитвы этих деток, Господь Боже, Бог мой, чтобы Ты коснулся их, Господь Бог мой, чтобы, Боже, мы увидели улучшение и прославили Тебя в наших семьях, чтобы также неверующие наши родственники, видя, как по молитвам исцеляются наши дети, тоже прославляли Тебя, благодарили и видели Твою Божью руку. Господь, я молю за взрослых также больных. Я не о всех сегодня знаю, но я молю Тебя, Господи, по домам, кто остался сегодня, не смог прийти в церковь по болезни, кто из наших родственников болен, Господь Боже, Бог мой. Вот прошу за свою жену, прошу за брата моего Виктора Нагорного, Господь Боже, и за всех болеющих ныне, Господь, кто вопиет к Тебе, взывает, кто в немощи лежит, Господь Боже, Бог мой. Мы молим, Господь Боже, мы знаем, что это тяжелое бремя болезни, Отец, и приходят всякие мысли, Господь, приходит уныние, но Ты ободри, Господь Боже. Ты, пожалуйста, Господи, ободри дух человека, потому что из этого духа выходит исцеление, Господь Боже, и бодрый дух, он врачует тело, Господь Боже, а написано, унылый дух, он, Боже, действует противоположно, Господь Бог мой, сушит кости наши. Поэтому, Боже, ободри, прежде всего, дух человеческий, чтобы мы могли, Господи, надеждой своей, Господь Боже, взмолиться к Тебе, Господь Бог мой, Господи, взглянуть на небеса и знать, что оттуда приходит помощь наша, Господи, как написано, Отец, и не раз так было, и мы имеем этот опыт, Господь Боже. Поэтому и в этой болезни, Господи, Ты приди, Господь Боже, и помоги. Помоги тем, кто сегодня, может быть, отчаивается, тем, у кого тяжелая ситуация, и врачи отказываются. Но я молю Тебя, Господь Боже, ободри дух человеческий, и скажи ему в сердце его, что Ты рядом, что Ты знаешь эту проблему, и что Ты допустил это в жизни его, Господь, чтобы явилась слава Твоя, Господь, в его исцелении человека, Господь Бог мой. Да прославится имя Твое святое во всех исцелениях, во всех Твоих святых, Господь Боже, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Может, какие-то нужды не успели записать, и, может быть, вы не знаете о порядке в церкви, что вот у нас так по запискам, мы можем нарушить этот порядок сегодня, кто-то может сейчас с места заявить о своей нужде, чтобы мы не прошли мимо вашей нужды. Есть такие? Благословит Господь, Бог знает ваши нужды. И сейчас мы помолимся за наших именинников. Пожалуйста, да. Угу. Доброе утро, дорогая церковь. На этой неделе день рождения было у Исакова Михаила. Проходи, Миша.
Так, и у Ладанова Никиты. Никита, проходи. И еще у Настеньки Каратеевой, но сегодня ее нету. Есть? А ну, надо позвать ее тогда. Ага, сейчас. Ага, проходите. Сейчас Настю еще позовем. На прошлой неделе не было именинников, а сейчас целых трое, слава Богу. Вот. Хотели благословить вас церковью. Мы рады, что вы с нами, что вы в церкви. И надеемся вас всегда видеть с нами. Вот. Всегда молиться о вас, о ваших нуждах и благословлять ваши дни рождения. Вот. Дорогой наш Небесный Отец, Владыка, Святой Господь, я прошу Тебя, Господи Бог мой, чтобы Ты благословил сегодня наших именинников, Отец. Я рад, что, Господи, каждое воскресенье почти сюда выходят люди, с которыми Ты нас соединил в церкви, которых, Господи, очень дал нам братьев, сестры, Господи Боже, которые влились в нашу семью, Господи Бог мой. И я славлю Тебя, Господи, что Ты когда-то дал им жизнь, Господь Боже, и Ты знал наперед, Господь, их путь, Боже Бог мой Иисус. Ибо я верю в то, что Ты знаешь путь каждого человека, Отец. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты и нас порадовал, Господь Боже Бог, что наши пути сошлись, и мы хотим пожелать доброго здоровья, Господь Бог мой, Отец. Что важно сегодня, Отец, среди всех этих эпидемий и напастей, Господь Боже Бог мой. Молим, чтобы, Господи, очень никакая болезнь не коснулась их, Господь, чтобы Ты уберег, Господь Бог мой, Отец. Молим, чтобы, Господи, их окружали в жизни только добрые люди, чтобы в их семье они имели радость и счастье, Господь, и никогда близкие не огорчали, Господь Боже Бог мой, Отец, невниманием, Господь, или черствостью, Господь Боже, и чтобы в церкви они видели любовь, Господь Боже, несмотря на то, что мы тоже не безупречны, Господь Бог, но чтобы умели видеть глазами любви, Господь Боже, ближних своих в церкви, Господь Бог, мой Отец, и покрывать любовью наши недостатки, Господь Боже. Это важное качество сегодня, Отец, чтобы не притыкался человек в церкви, Господь Боже. И я молю Тебя, Господи, очень, также дай материального благополучия, чтобы не было нужды, Господь Боже, Бог мой Отец, заявлять эти финансовые какие-то материальные нужды, Господь Бог, чтобы Ты благословил, и люди могли, Боже, свидетельствовать, Боже, о этих благословениях, и еще делиться с нуждающимися, Господь Бог мой, ибо Ты в церкви так распределяешь, Господь Боже, за эти благословения, которые мы имеем, Господь, между нами. Благодарю Тебя, Господь Боже. И самое главное, Отец, что я хотел бы просить, чтобы каждый из них послужил Твоему Божьему изволению, Господь Боже, в Твоем Божьем плане, Отец, в Твоей церкви, Господь Бог мой, Отец. И я сегодня вижу служение Миши, Господь, и я радуюсь, что с ранних лет, Господь Бог мой, он взялся за этот труд, Господь Боже, Бог мой, Отец. И я хочу видеть, может быть, Боже, даже не важно, что я увижу или нет, но чтобы это служение у каждого было, Господь, может быть, незримое, Господь, может быть, Господь, какое-то тайное служение, Господь Боже, Бог мой, Отец, которое не видят люди, но оно было пред Тобой и имело плод, Господь Боже, во всякий день. А я за все благодарю, за все Тебя славлю, любящий добрый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Хотим вас через год увидеть здесь, на этой сцене, чтобы продолжать за вас молиться. Да? Подарочки. Хотел без подарочков отпустить, а там сам бы взял. Мой день рождения не скоро. Хорошо, ребята, давайте потянемся сами. Слово для себя. Но, честно говоря, нам любопытно, что у вас там написано. Можно читать? Вот Мише попалась такая красивая картинка с магнитом. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. Милость моя не отступит от тебя. Тут конкретно от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя. Это тебе слово сегодня. С радостью согласимся. Но это вот он должен прочитать, потому что тут вот так написано, чтобы он провозгласил громко. Воистину, Бог спасение мое, уповая на Него не страшусь. Господь сила моя и крепость в Нем спасение. Аминь. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, и сердце волны преданными. Аминь. Ты знала, что Бог видит тебя во всяком месте, видит твое сердце, которое предано. А наша преданность, вот,
даже в этом возрасте, она в том, чтобы быть верными Богу. В том, что мы берем на себя, в том, что обещаем, то, что с нас спрашивают, наша ответственность. Это и есть верность Богу и преданность Богу. Поэтому пусть Бог тебя благословит, продолжать быть в послушании родителям, выполнять взятые на себя обязательства по дому, там, в школе. Вот. Ну и, конечно, общаться с Богом. Общаться с Ним, потому что вот все очень любит. Благословит Господь. Ну что, друзья, представьте свои места. Слава Богу. Присаживайтесь. Я перед тем, как начну делиться с вами Словом Божьим, хотел бы поделиться Словом человеческим с вами. Сейчас, минутку, прошу потерпеть. У меня все было настроено, но сбилось. Я хотел бы вам стих прочитать. У нас нечасто здесь со сцены читаются стихи. Как ни странно, в других церквях, особенно в баптистских, чаще служат этим даром. Вот, читают свои стихи, читают чужие стихи. Вот, и меня назидают стихи. Не знаю, как вас, меня стихи очень назидают. И я всегда удивляюсь таланту людей, которые могут мысль изложить в стихах. Иногда трудно просто мысль словами изложить, да? Ну, правда. Донести мысль вот простой речью. А люди еще умудряются красиво в стихах донести какую-то истину. Я прочитаю. Я не знаю автора, пусть меня простит автор, но я благословляю его за хорошие стихи. Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу в зале движется мужчина, медленно, качаясь, видно, пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтобы я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой. Дал понять, мол, можешь уходить. Чтобы занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес, я знал, что ты не дашь. И пошел походкою гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной на ноге не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид, вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальна. Несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного проредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету я, лечу, и теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери, жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез. Его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю, здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь была в буфет лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она... Говорит о Царстве Божье Слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христова должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет, я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтобы я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Слава Богу за эти стихи. Вот, и они меня побудили порассуждать на вот такую животрепещущую тему,
которые очень часто, возможно, дискутируются в церкви и проповедуют об этом, и стихи известны. Ну и я как бы со своей стороны хотел бы как бы изучить этот вопрос. Вот, изучаем. Я, друзья, знаете, был очень удивлен, что вот тема суда, суд, да, слово, она в Библии встречается, наверное, больше всех. Вот просто удивился, набрал в поисковике слово «суд», и вижу, что вот эта тема, она настолько важная, видимо, что Бог очень много о ней, о суде Божьем, о суде человеческом говорит в Библии. И, конечно же, нам важно разобраться вот в этих моментах, потому что для меня вопрос встал. Вот я знаю, что Слово очень много говорит, чтобы мы не судили других. Да? Ну, а с другой стороны, я думаю, а как вот в церкви, как в церкви, как бы вот замечая людей согрешающих, не осуждая их, не судя, вот, без суда как-то попробовать помочь им исправиться. Да? И искал как бы в Библии, что об этом говорит Библия. Потому что мы не можем как бы совсем все пустить как бы вот как на самотек. Спасибо за это слово. В церкви, если не будет порядка, если будут люди, которые не поступают по Слову Божьему, мы пожнем здесь хаос, если мы не будем на это реагировать. Но что кроме суждения, нашего осуждения, какие есть моменты в жизни, ресурсы, которыми можно исправить человека? Возможно, это тема следующих проповедей, но я сегодня хотел бы просто рассмотреть другой вопрос. Почему нам не стоит судить? И какой от этого вред, чем польза? Если позволите, я вот несколько мест Писания, которые я выписал для себя, я над ними порассуждаю вместе с вами. Итак, Луки, 6 глава, 37 стих. Известный стих. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Спасибо, друзья, что включили. Смотрите, вот интересно, мы иногда интерпретируем слово «судить» как «осуждать», да? А тут вот в одном же месте и судите, не судите написано, и не осуждайте. То есть надо понимать, что это два разных слова с разным значением, иначе бы оно не применялось бы вот так вот друг за другом. Вот. И что значат эти слова? Я пытался рассмотреть их там в греческих переводах, и я обнаружил, что слово «судить», вот, оно имеет разные значения, и оно имеет разные слова. На самом деле слово «судить», оно в греческом озвучивается разными словами. Вот, но имеет пограничные значения. Чаще всего как бы применяется как приговор. Судить в суде, выносить приговор. Но есть такое значение, как делать вывод. Как делать вывод. Вот слово «судить», оно, знаете, вот здесь, вот в этих контекстах, потому что, конечно же, слово, чтобы разобраться в его значении, нужно смотреть в контексте. И когда Бог нам говорит не судить, Он не говорит, что не выносите приговоры, если вы там судья, конкретно на своем месте, профессиональный. Этого не избежать. Судьями люди становятся профессиональными, чтобы действительно исполнять свой долг и выносить приговор людям, заслуживающим этого. Но вот к нам, христианам, это слово звучит как «не делайте поспешных выводов, не судите». Не делайте поспешных выводов. А вот слово «осуждать» в греческом есть такое значение, как клеймить человека. Клеймить, клеймо ставить на человеке. То есть тут два разных момента. Во-первых, не делайте поспешных выводов о человеке, не делайте своих умозаключений. А второе, не клеймите, не ставьте клеймо. Как-то еще у нас принято говорить, не раздавайте людям, скажите громче, ярлыки. Спасибо. Слушайте, путаю в словах, извините. Подсказывайте мне. Вот. Не раздавайте людям ярлыки. Вот это то, что касается вот этого главного вопроса. И смотрите, а почему нельзя это делать? Мне вопрос, а почему? Почему нельзя? Почему выводов нельзя делать?
ну, как бы, в чем пагуба, да? И вот, исследуя места Писания, я сам себе попытался ответить на вопрос, потому что, друзья, скажу вам правду, я очень много сужу, очень много. Мне даже жена сказала однажды, вот недавно буквально эти слова, ну, просто перевернули меня. Она сказала, ты вот там возмущен состоянием страны, все возмущаешься, там, всем недоволен, судишь, ну, так и уже уезжай, уже уезжай там, где хорошо. Ну, конечно, она сказала это, может быть, не так вот всерьез, понимая, что никуда я не еду, но просто дала мне понять, что я перешел границы в своих выводах поспешных, в своих заключениях, раздавая ярлыки. Потому что, друзья, я думаю, слово «не судите», оно не только говорится, хотя вот мы будем считать, что не судить там братьев, сестер, но это говорится и каких-то о внешних делах и событиях. И о внешних делах и событиях, и внешних людях. Вот. И сегодня я буду об этом еще говорить. Давайте мы возьмем параллельное место, вот то, что я прочитал из Луки, есть у Матфея, но более подробно, и из чего мы можем извлечь полезный смысл. Матфея, 7 глава, 1 стих до 5, с 1 стиха по 5. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брат твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Да, я забыл вначале сказать, я задумался о тем, почему мы все судим. Почему мы все судим? Никогда не задумывались? Задумались, нашли для себя ответ? Ну. Ага. Суждение, поступки. Не, хорошая, очень хорошая мысль. Я тоже об этом думал. Да. Чтобы себя как бы вот успокоить в своем положении, да, оправдать. Хорошее умозаключение, хорошее. Что еще вы можете сказать? Почему мы судим? Ну, потому что, да, грех живет в нас, и мы, как люди испорченные, имеем вот этот порок судить. Это причина, да. Но я думаю, что из внутреннего чувства справедливости, которым Бог вложил в нас в сердце, нам вот кажется, что вот все должно быть по справедливости. И я думаю, в Библии, почему больше всех эта тема затрагивается суда, суды Божьи, что придут суды Божьи, что Бог судья, что когда-то свершатся суды над всеми. Бог производил суда во времени, во всей истории человеческой Бог производил суды, которые обещал произвести. И Библия пестрит иллюстрациями судов Божьих над людьми. Вот. И я думаю, потому что Бог сам справедлив, Бог сам очень справедливый, и у него такое, пусть простите меня, может быть, обостренное чувство справедливости. Он не может терпеть несправедливость, которую производит грех. И потому он не то что пугает, но он заявляет прямо, что он не потерпит несправедливости, он будет судить этот мир за поступки неправильные, за порочащие достоинство человека поступки. Вот. И мы нуждаемся в том, чтобы кто-то вступился, чтобы кто-то, знаете, имея внутри ощущение, что всему будет суд, нас это сильно успокаивает. Скажу вам честно. Когда мы видим сегодня разгул преступности, разгул нечестия, разгул лжи сегодня просто вот, я, может, раньше не замечал, но сегодня колоссальная ложь льется отовсюду. Просто неимоверным потоком. И мы не можем на это повлиять. Мы не можем сами как-то вот сделать так, чтобы это прекратилось. Чтобы сделать так, чтобы... знаете, у меня иногда разные фантазии возникают в сердце моем. И чаще всего в этих фантазиях мелькает бита бейсбольная. Вот. Но я понимаю, что как бы я не могу ничего этого сделать, не вправе и так далее, боюсь. Вот. Но меня утешает, что к всему придет
Конец, когда Бог заявит свой суд, когда приведет всех на суд. Все будут осуждены. И они, может быть, сегодня хорошо живут, прекрасно, у них все хорошо, но они поступают нечестиво, и мы ничего не можем сделать этим людям. Вот. Но всему придет конец когда-то. И Библия много раз обещает, что будет Божий суд над всеми такими делами. И в какой-то мере вас это утешает, вас это останавливает в вашей горячности. Вот. Сегодня мы поговорим и об этом. Сегодня мы обязательно поговорим и об этом, друзья. Но вот я хочу сказать, что вот потому Библия пестрит вот этими иллюстрациями судов, потому что мы сами нуждаемся в осознании, что справедливость будет восстановлена. Это в нашем естестве есть. В нашем естестве. Отчасти мы потому и судим. Потому что чувствую несправедливость в поступках других, в действиях других. Судим, потому что вот это чувство справедливости, оно нас вот так будоражит. И к тому, что вы сказали, да. Вот. Потому что так легче жить на самом деле. Себя оправдать, осуждая других. Или на их фоне таких подсудных выглядеть лучше. Знаете, когда я был, может быть, 3-й год уже пастором в церкви, у нас был интересный молодой человек, он меня многому научил. У него такие мысли были, и он был прямолинейный. И я вот только спустя годы понял то, о чем он говорил. И однажды он мне сказал, вот вы с кафедры здесь осуждаете другие деноминации, другие церкви, говорите, как у них неправильно, как у них плохо. Но мне кажется, только для того, чтобы на их фоне выглядеть красавцами. Я тогда, конечно, с ними не согласился. Вот. А с годами я понял, что зачастую в церквях вся эта полемика о плохих других как раз для того, чтобы показать, какие хорошие мы на их фоне. И есть такая поговорка. Если хочешь быть молодой и красивой, дружи со старыми и некрасивыми. Чтобы на их фоне ты так выглядела. Понимаете, да? Вот так у нас в жизни. Вот так у нас же. Потому и судим, потому и показываем худшие стороны других, чтобы показать, какие мы хорошие. Вот еще одна мотивация, из-за чего мы судим. Давайте коснемся конкретно вот этого стиха, который я прочитал. Видите, меня, может быть, влево куда-то будет заносить. Вы меня возвращаете. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое и вам будут мерить. Кем мы будем судимы, и кто нам будет мерить? О ком это говорится? Я думаю, что в данном контексте говорится о людях. Вот в данном контексте говорится о людях. И правда, друзья, вот иногда ущемленное наше самолюбие заставляет нас следить за другими. Если нас в чем-то обличили или нас в чем-то осудили, сказали, вот ты так и так, и ты, если сейчас не видишь этого в этом человеке, который нас осудил, подобных же вещей, чтобы сказать, да ты такой же, то 99%, если ты вот такой вот не принимаешь критику в свой адрес, и чтобы смириться, сказать, да, помолись за меня, ты будешь просто наблюдать за ним, когда он упадет и споткнется и сделает такую же ошибку. Не так ли? Есть-то? Встречались вы с такой мелкой местью? Я встречаюсь сплошь и рядом, когда дети мне мои указывают на какие-то вещи, которые я их учу. Заправляйте постель, я им говорю каждое утро там. И что-то еще говорю. Не дай Бог, я где-то не заправлю постель. Я думаю, какие мелкие мстители вообще. Они следят. Они следят за мной, потому что посчитали мое замечание несправедливым, необоснованным. У кого так в жизни? Вы встречались с этим? Это как раз природа человеческая. Если мы с чем-то не согласны, мы обязательно будем следить, чтобы человеку И мы живя, постоянно находимся в борении с другими людьми, следя за ними, чтобы, защищаясь, пытаться напасть на них. Лучшая защита – это нападение. Поэтому мы так и поступаем. Простите, я говорю о верующих равно, как и о неверующих. Это в нашей греховной природе. Почему нам не надо судить? Потому что есть всегда ответная реакция. Каким вы судом судите, вас обязательно таким же судом будут судить другие. Также будут о вас говорить, и также будут судить, и обязательно уличат вас, если вы где-то споткнетесь в подобных вещах. И такой же мерой вам будет мерить. Что такое мера?
Знаете, друзья, я хочу сказать, в чем еще пагуба большая наших суждений, выводов вот этих. Потому что как мы мыслим о человеке, так мы к нему и относимся. Наши выводы влияют на наши поступки и наши отношения к человеку. Это 100% так. Вы можете просто сейчас подумать об этом. Я просто вот маленькую иллюстрацию приведу вам, что вот, смотрите, если я считаю, что этот человек плохой, я уже подсознательно не буду с ним относиться как с равным. Подсознательно у меня не будет такого уважения, как к человеку хорошему, уважаемому, против которого я еще пока ничего не нашел. Вы иногда замечаете, что некоторые с вами в церкви здороваются как бы вот так вот открыто, широко общаются, а некоторые просто так это поздороваются и как бы интереса к вам. Замечаете? Одна из причин, что у человека есть какой-то вывод о вас, суждение, и вот это подсознательно происходит. И его отношение к вам вот в этом выливается. Вот это мера, которую мы сыпем в лоно осуждаемых наших. И Слово говорит, что нам такой же мерой будет мерить. С нами тоже не будут считаться и здороваться, если где-то что-то в нас найдут подобное. Понимаете? Нам надо научиться, друзья, даже если мы внутри где-то что-то за кем-то видим, меру всем одинаковую сыпать. Одинаково быть приветливыми со всеми. Это не лицемерие, но надо научиться просто понимать, что, возможно, мы не правы в своих взглядах. Надо просто паузу какую-то выдержать. Но с некоторыми людьми просто не надо общаться, я вам скажу прямо. Есть настолько испорченные люди, что, может быть, и Писание говорит, с такими даже не есть вместе. Но это крайняя мера для того, чтобы человека как бы, уличить, обличить, чтобы человек начал исправляться. Это крайняя мера, но она иногда необходима. А иногда просто надо поставить на паузу и не переходить к крайней мере, просто наблюдать, а может быть, я не прав. Просто приучить, несмотря на то, что тебе не сделают люди, не реагировать вот этой мерой, не здороваться там, неприязненные отношения свои показывать всем своим видом. Есть такое у нас, друзья. У нас такая защитная реакция нашего организма. Даже в подсознательном это делаем. Это еще пока не исправленная наша человеческая природа. Поэтому Слово нас и говорит, что лучше не судите. Вам легче жить просто так будет. Вы меньше травм душевных поимеете, если сами научитесь не судить. Потому что очень неприятно, когда с тобой пренебрегают и с тобой вот так вот невежливо здороваются и прочее, да? То, о чем я проговорил. И вот еще одна причина, по которой не стоит судить, и в этом же тексте. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок, или в других переводах соринку, из глаза брата твоего. О чем говорит этот текст? Мы, наверное, тоже рассуждали, и, наверное, здесь не раз звучало об этом. Он говорит о том, что мы иногда пытаемся какую-то мелочь в жизни человека исправить, повлиять на него, в каких-то, может быть, незначительных, не критичных вещах, имея глубокие проблемы в своей жизни. Это правильно. Слово правильно говорит, не стоит так делать. Во-первых, потому что тебе обязательно тот же, кому ты хочешь соринку, он скажет: слушай, плохой ты врач, у тебя у самого дома-то вообще что творится? Мне как-то не сильно помогают твои хорошие проповеди с кафедры, когда я знаю, что в жизни-то у тебя не так, как ты проповедуешь. Можно я так, да, сравню? И поэтому Слово говорит, что не спешите повлиять на человека с его какими-то незначительными проблемами, имея свои проблемы. Попробуй сначала порешать свои проблемы и увидеть, как это сложно на самом деле. Осудить легко, но ты не знаешь, как сложно бороться с проблемами. Знаете, даже если буквально брать этот текст, если у тебя в глазу бревно, то ты сначала попробуй его вытащить и узнаешь, как это больно вообще. Как больно что-то вытащить из своего глаза. И тогда ты хоть будешь знать, как в чужой глаз залезть. Какую-то боль доставляет, будешь знать. Так или не так? Пробовали когда-нибудь вытащить то, что не вытаскивается? И болит, и жгет, и глаз открыть не можешь. И глаз красный, а вытащить не получается. И уже кого-то сам просишь, чтобы тебе там помогли. А сам не смог. Вот так в нашей жизни. Если мы начинаем со своими проблемами сражаться, зная, в чем мы порочны,
мы видим, как это тяжело, какая это непростая битва. Уж куда там лезть в чужую жизнь? Тогда мы говорим, ой, да мне не до тебя. Вот когда мы начинаем в своей жизни разбираться, мы говорим, мне не до тебя, мне дай Бог в своей жизни разобраться. И, наверное, это правильно. Нужно сделать в своей жизни, все в порядок привести. Это понятно? Согласимся, что это тоже причина, по которой нам не стоит судить других и пытаться что-то исправить. Хорошо. Вот еще один стих, Иоанна 7:24, я коротко. «Не судите по наружности, но судите судом праведным», говорит Иисус Христос. Ну и правда, вот тот стих, который я прочитал, это наша первая реакция на видимое. На видимое. Вы знаете, мы вот, осмотрев так бегло каждого, судя по его одежде, судя по его прическе, судя по усталому лицу там, или еще по каким-то, мы можем каждому свою историю приписать, продумать за него, кто он и что он. Бывает такое? У меня это было вот недавно, буквально. Я в магазине заметил, что продавщица обратилась к одному плохо одетому мужчине небритому, сказала, все, иди отсюда. Начала выгонять его из магазина. У нас здесь, знаете, магнит строители. И сам строитель, вы знаете, что из себя представляет. Кто не знает, скажу, это гетто такое. Не обижайтесь, вы тоже здесь живете, но это гетто, где очень много пьющих людей, вот они скопились в этих общежитиях. Из-за вот такого уровня жизни им ничего другого они не придумали, как вот пить, пить и пить. И вечером просто очень не советую заходить в магнит что-то покупать, потому что именно вечером все эти люди, они там. И там скандалы, там разбитые стекла, вот 3 дня не могли вставить стекло после очередного посещения вот таких людей. Вот. Ну вот так сложилось. Так сложилось. Мы живем в этом районе, я это вижу. И вот продавцы борются с этим как могут. Я смотрю, очень часто меняются продавцы, видимо, не все выдерживают. Вот. И вот она как бы говорит, все, иди, все. Она вот его приняла за бомжа, за вот одного из тех, кто сейчас начнет тут воровать что-то, потому что денег нет, они там с полок тихонько, вот, они уже устали оплачивать все эти вещи и камеры изучать, кто где что взял. А я знал этого человека. Я просто буквально за месяц до вот этой встречи в магазине, я встретился с ним на улице и ту же самую ошибку сделал. Я видел его в этих штанах спортивных, помятых, с отвисшими коленками, эту небритость. Я принял его за пьющего, как бы опустившегося человека. А когда я таким людям, я благовествую на улицах. И я к нему, конечно, говорю, брат, я вот хочу помочь тебе, подарить Евангелие, я вообще хочу предложить, может, тебе на реабилитацию. Ну и начал вот эти разговоры наши. А когда мы с ним разговорились, я понял, что он, в общем-то, не такой и бомж, просто вот жизненная ситуация, которая сложилась. Он работал на вахте, имел много денег. Деньги всегда жене отдавал, отправлял. Была семья хорошая. Но жена за его спиной, пока он на вахте, она, извините, встречалась с другими, тратила его деньги на себя. И когда это обнаружилось, семья развалилась. И вот он так переживает этот кризис в своей жизни. И таких ситуаций тысячи, мы просто не вникаем в жизненные ситуации, за которых люди вот превращаются в таких небритых. Мужчина, когда вот он вот в таком кризисе, он перестает следить за собой. Извините, это небольшая правда о мужчинах. Вот. Хорошо, когда с ним есть женщина, он всегда побритый, выглаженный, красивый. Женщины очень хорошо на это влияют. Одинокие мужчины, к сожалению, не так респектабельно выглядят. Это правда. А люди, которые еще в кризисе, они вообще выглядят хуже, чем могли бы. И вот когда мы с ними поговорили, я даже покаялся пред Богом внутри, что я его осудил. В сердце своем я его, вот как в этом стихе, который я прочитал, принял за бомжа, пьяницу. Он нормальный человек. Вот, причем у него с детства как бы есть дефект речи, и он еще трудно очень выражается. Я думаю, как ему вообще тяжело этому человеку в жизни? Как вообще ему тяжело в жизни, когда он еще и вот так вот трудно может изъясниться. Вот. И мы с ним обменялись как бы вот контактами, сказал, где можно найти. Я сказал, чтобы он в церковь пришел, посоветовал ему сюда прийти. И тут я вот его встретил в магазине вот в этой ситуации. И я понимаю, что вот так мы все, мы по наружности уже целую картину себе нарисовали, и уже нам кажется, что мы знаем человека. Правда? Кто-то может мудрее, чем я. И кто-то считает, что надо с человеком пуд соли съесть, чтобы узнать его. Правда? Вот это, наверное, лучше. Чтобы действительно узнать внутренний человека, что он из себя представляет, с ним надо провести время. И не просто там провести ради времени, а провести, вникая в этого человека. Вот мы здесь в церкви, друзья, для того, чтобы вникать друг в друга. Вот, может быть, это мысль новая.
Мне не нравятся церкви холодные, в которые приходишь, и никому до тебя интереса нету. Вы знаете, почему я остановился, переехав в Сыктывкар, остановился в этой церкви, и пришел в эту церковь? Хотя я скажу, по моему внутреннему мироощущению, мне бы более такая подвижная церковь нужна. Но вы видите, что я такой немного. А пришел в церковь, которая такая размеренная, медленная, никуда не спешит. Это мое суждение о вашей церкви, когда я пришел сюда. Здесь никто никуда не спешит, здесь все очень тихо, медленно. Собрание может там и на 3 часа растянуться, никому там, потом еще и на чай останутся. И проповеди тоже такие все, не огонь скажу, а такие спокойные. Но тем не менее, я знаете, из-за чего остановился в этом, хотя не мое вроде бы, потому что здесь ко мне проявили какой-то интерес. Это очень важно, чтобы мы вникали друг в друга. И тогда мы меньше будем судить, мы будем знать, чем человек дышит, и мы будем знать причины и вообще мироощущение этого человека, как он видит этот мир и почему он так поступает. Потому что от мироощущения наши поступки таковы. Как мы воспринимаем окружающий мир, мы так и поступаем. Мы его воспринимаем все по-разному, скажу вам так. Мы воспринимаем, потому мы и дружим с определенными людьми, у которых схожее мировосприятие. Почему мы с одними дружим, а с другими нет? Это одна из причин. У нас мироощущение, мировосприятие одинаковое, поэтому мы делимся этим, и мы находим родственную душу в этом, и мы с ним дружим, с этим человеком. А у некоторых, мы говорим, непонятный вообще человек. И мы для себя решаем, приятельские отношения будем сохранять, а близкую дружбу не получится. Не получится. Но для этого надо понять человека, надо понять, чем он дышит, надо вникнуть в него. Там за столами после служения мы этим и занимаемся, чтобы вы понимали. Вникаем друг в друга, смотрим, наблюдаем, узнаем друг друга. И тогда мы учимся не судить, потому что мы понимаем причины, по которым человек поступает так или иначе, или одевается так или иначе. Простите, даже эти тонкости. Хорошо. Согласились, что по наружности больше судить не будем. Дальше. Римлянам, 2 глава, 1 стих. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Еще одна причина, по которой ни в коем случае нам не стоит судить других людей. Во-первых, потому что они сами нас осудят, если мы где-то споткнемся, упадем. А во-вторых, что Божий суд, он будет в тех же критериях. Я представляю такую картину, что такого человека, который постоянно судит, Бог приведет на свой суд когда-то и покажет ему всю жизнь, как он осуждал других и как он поступал сам в подобных ситуациях. Возлюбленные, поделюсь своим горьким, нехорошим опытом. Я судил, и, может быть, и сейчас сужу, но я вижу, как Бог меня в этой жизни проводит через точно такие же ситуации, смотрит, как я поступлю, и я поступаю не лучшим образом. И потом вспоминаю, а когда-то я человека судил за это, я осуждал его в сердце своем, может быть, не говорил нигде, не сплетничал о нем, бывает. Потому что наше суждение чаще как в 3 видах бывает, да? Либо мы судим в глаза человеку, говорим, какой он плохой, либо мы сплетничаем за его спиной, говорим всем другим, какой он плохой, либо в сердце своем говорим, какой он плохой. А лучший способ Богу говорить. Богу жаловаться, если тебе это мешает. Это один из 4 правильный. И я в сердце своем немало людей, крест на них поставил. И Бог меня проводил через... Я никогда не ждал, что у меня в жизни будут такие просто кризисы. Я бы даже представить себе не мог. Я говорил, человек дошел, опустился до такого состояния, что с ним это происходит, и он так поступает. Бабам! Через какое-то время я сам до такого состояния просто опущен ситуацией жизненной. И я переживаю эти вещи и поступаю в 10 раз хуже, чем тот человек, который поступал по подобной ситуации, который я судил. Бог проводит и показывает, какое я ничтожное существо на самом деле. Еще берусь судить кого-то. И это местописание, оно говорит, что вообще не стоит судить никак. Потому что Бог тебя будет судить за эти ситуации, за каждую из них. Представляете, какое долгое время займет этот суд, если ты по каждому поводу судишь?
Бог будет судить и показывать тебе, вот в этой ситуации ты осудил его, а вот как поступил ты. В этой ситуации как поступил, ты осудил его, как вот поступил ты. Это долгий процесс. И неизвестно, какой приговор будет. Хотелось бы милости, потому что сам Бог сказал, милость превозносится над судом. Милость превозносится над судом. Суд без милости не оказавшему милости. Вот знаете, милость, она покрывает многое. Милость, она покрывает многое. Любовь и милость покрывает многое. Вот видим что-то, но покрывать надо любовью и милостью. Видим какие-то явно поступки, порочащие достоинство человека. Но милость и любовь, она покрывает эти вещи. Потому что если мы подумаем вдруг так внутри себя, а хотел бы я, чтобы меня как бы за мои проступки постоянно вот так вот шпиняли, или хотел бы я, чтобы мне помогли, любовь и принятие оказали в этот момент. Я думаю, что, ответив себе на этот вопрос, мы по-другому отнесемся к человеку. Хорошо, идем дальше. Вы устали? Я смотрю за временем, я постараюсь закончить в 12. Вот, хорошо. Я сам не люблю, ну, честно скажу, я не люблю, когда много мест Писания читают в одну проповедь. Я себя чувствую как бы это самое, не в своей тарелке. Я люблю, когда один стих, и вот эта мысль через всю проповедь прослеживается, а когда сыпят местами Писания, я теряюсь. И чувствую себя полным профаном, потому что мне завидно, что люди столько мест Писания знают. Хорошо. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище...» нет, простите, я проскочил, прошу прощения. Римлянам 14:10. Я по порядку расставил стихи, потому что мысли идут по порядку. Римлянам 14:10, да? Нашли. И ниже. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случаев преткновения или соблазну». Тоже мощный стих и мощный аргумент говорить, вот почему не надо судить, почему это опасно. Потому что, друзья, мы все предстанем на суд Христов, и мы ответим за свои поступки. За свои поступки. Не за чужие. Вот, и тогда ты будешь думать, слушай, я столько времени потратил, чтобы исправлять других, вот, в борьбе за чистоту рядов наших, вот, а что не хватило времени на свою жизнь обратить внимание. И вот сейчас на суде я-то рассчитывал, что я там могу о других рассказать, а вот они так поступали, да вот они так Бог, я на них смотрел, вот так. А он говорит, подожди. Я не спрашиваю тебя за других людей сейчас. Я не собирался никогда тебя спрашивать за других людей, за поступки других. И никогда тебя не уполномачивал следить за другими и исправлять других. Вот. Я хочу спросить тебя за твою прожитую жизнь. Вот. И я думаю, что вот этот аргумент, он должен нас как-то, отрезвить, что ли. Что действительно мы очень много времени тратим в пересудах, в заботах. Вы знаете, не секрет, что в семьях, если муж и жена верующие, мы иногда рассуждаем о других, так мягко говоря, рассуждаем о других. Вот. И мы тратим на это время вместо того, чтобы поговорить о нас, любимых, о наших взаимоотношениях, о том, как у нас все в семье. Вот. Потому что правда, мы все не ангелы, вот, мы все несовершенны. Хорошо. И вот конец этого стиха: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случаев к преткновению или соблазну». Вы знаете, что Христос сказал? Что лучше мельничный жернов на шею повесить и бросить в пучину морскую человека, который подает соблазны. То есть суд Бога очень категоричный в отношении тех, кто соблазны сеет, кто подает плохой пример детям своим, верующим, которые только пришли в церковь и смотрят на тебя как на святого. Вот мне сегодня сказали, что у меня руки святые. Вот. Мы же так привыкли думать и рассчитываем на то, что у нас руки святые у всех, и уста святые, и сердце святое. А оно не так. Потому что многие из нас не заботятся о том, чтобы не подавать соблазна. И иногда поступаем неприглядным образом. А Писание говорит, что за соблазны Бог будет особым образом судить. Лучше вот в пучину морскую с камнем бросить, чем соблазны подавать и с этим прийти на суд Божий.
Суд будет очень категоричный. Поэтому следите за собой. Это я себе говорю. Хорошо. И вот 2 Коринфянам как раз говорит: «Ибо всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Просто действительно за те вещи, которые мы делаем, еще будут либо награды и венцы, либо ничего. Либо ничего. Я не хочу говорить гиена огненная, потому что, нас иногда учат, что если ты верующий человек, за хорошие свои поступки ты получишь венец и награду. Если нету хороших поступков, просто будешь спасен как из огня. Будешь спасен, но как бы из огня. Вот на это делает упор. Хотя я говорю, что когда Бог говорит, что ты делаешь какие-то вещи вообще, противоречащие званию христианина, то там не как головешка из огня. Я все-таки думаю, будут осуждения на погибель вечную. Простите, это мое личное мнение, которое я, изучая Библию, сделал для себя, вывел из себя. Вот. Что все-таки одно название христианин не спасает человека, спасает его христианская жизнь. Вот. И рассчитывать на то, что ладно, у меня нет хороших дел, хороших поступков, но я же Библию читаю, я же в церковь хожу, я же по вечерам там как-то скудно молюсь. Все, значит, все, спасен. Да нет, дружище. В Писании очень много предостережений. Кто не войдет в Царство Божие? Кто не войдет в Царство Божие? Я не буду читать, это отдельная тема, но если ты подпадаешь под эти критерии, друг мой, твое название и твое хождение в церковь, оно просто пустое, бесполезное, не спасающее. 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Знаете, ладно, коснусь этого стиха, но прежде я еще один стих почитаю. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, и я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, тогда каждому будет похвала от Бога». Эти стихи связаны. Почему? Потому что, смотрите, в одном стихе Павел говорит: «Мне не важно, как вы судите обо мне. Я и сам не сужу о себе, потому что даже, говорит, судья мне Господь. Но тем не оправдываюсь, что не наблюдаю ничего за собой. Но судья мне Господь». А в этом стихе, говорит, тот же Павел заявляет, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. А так наказываемся от Господа, чтобы не быть судимы с миром. Вот. Не были судимы. И вот кажется противоречие. Да, я вот почему два этих стиха зачитал. Кажется противоречие в Библии. С одной стороны, Павел говорит: да мне не важно, судите во мне, я сам не сужу себя. А тут он пишет, что надо судить себя. Так в чем подвох? Но если вы внимательно посмотрите в контексте, то Павел, говоря, что он не судит себя, потому что вот в том плане, что его суд о себе, он не всегда, скажем, идеальный. Он говорит: если я не вижу даже ничего за собой, тем не оправдываюсь, он говорит. Но судья мне Господь. Господь нас найдет гораздо больше, чем мы можем увидеть сами в себе. Поверьте. Если мы уже кажем, что мы на высшем уровне, христианин 32 уровня, да, такой высший пилотаж, Бог обязательно найдет в чем-то неправ еще. Это с Иовом было, да? Помните? Иов вот был такой верующий 32 уровня, который, знаете эту историю вообще, да? Я когда-то о ней рассуждал. Который, не видел в себе ничего, за что Бог бы ему мог осудить, а Бог ему предъявил там целый список. И он сказал: молчу во прахе, да? Вот. Вот так, вот именно в этом ключе говорил Павел о том, что он не судит сам себя. Но в целом он говорит: если бы мы задумывались о своих поступках чаще, чем о поступках других, если бы мы сами судили, то есть рассуждали о своих поступках, судили себя, делали выводы, да, я говорил перевод этого слова, делали выводы о своей жизни, то нас бы не пришлось судить вместе с этим миром. Потому что мы наказываемся, как и мирские равно наказываются, болезнями и прочими вещами, как люди этого мира наказываются. И мы удивляемся, почему. И там он говорит о болезни и преждевременной смерти. Богу приходится здесь нас наказывать, чтобы мы задумались о своем состоянии. И даже
к смертному одру иногда подводит, чтобы мы серьезно задумали, что мы сделали не так. Судили сами себя. Чтобы исправились, чтобы покаялись и не были судимы с миром к погибели. Вот о чем говорит Павел. Иногда Богу приходится прибегать к крайним мерам, доводя нас до болезней, доводя до смертного одра, чтобы мы покаялись в своих неправильных поступках, осудили грех в себе, сделали выводы в своей жизни и изменились. И тогда приходит исцеление. Тогда написано, и возрастет исцеление твое. Действительно, мы знаем много ситуаций из вашего опыта в жизни, когда приходили болезни, и тяжелые болезни, мы начинали копаться в себе, хотя не всегда это причина, но иногда это правильная позиция. И находили, что во многом неправы, каялись, и после покаяния приходило исцеление или приходило оздоровление той ситуации, в которой мы оказались кризисной. Бывало в вашей жизни такое? Помогали вот эти кризисы для того, чтобы покопаться в себе, найти и выправить это дело? Мы начинаем вспоминать, за что, да кому мы что так не так сказали, и всегда находим. Всегда находим. Вот. Стоит иногда. Вот. И потому Бог из-за нашей невнимательности к себе иногда приводит нас к кризису жизни нашей. Друзья, не всегда у нас кризисы из-за вот этих вещей. Вот. Иногда, чтобы испытать нас, иногда, чтобы других научились понимать разные причины, но вот часто очень кризисы из-за нашего невнимания к своему хождению перед Богом. И вот об этом Павел говорит вот, в данном контексте. Поэтому правильнее не судить других, а чаще судить себя, чтобы не быть осудимыми с миром потом. Не пожать, не ту вечность. Вот. А что же Павел говорит вот в этой ситуации? Мы немножко разобрали, но я хочу пойти дальше. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю о собой, но тем не правда, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Вот замечательный стих, я очень часто его, всего лишь маленький текст из этого стиха беру. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Это правильная позиция, потому что, друзья, Он знает сердечное намерение, скрытое во мраке. Потому что мы не знаем мотивов людей, которые поступают каким-то образом. Вот маленькая иллюстрация. Я недавно слушал такую певицу Светлану Копылову, православную. И в нее есть как бы такая притча, которая на стихи положена и в песню как бы вот воплотилась. Но смысл этой притчи такой. Два ангела, как два путника, бредут по планете и на ночлег просятся к людям. Вот. И к купцу они постучались к купцу, и нехотя он их принял, и спать положил их в плесневелом подвале, не у себя где-то в хоромах, а вот в подвал спустил их, где даже, в общем-то, и лечь толком негде было, на соломе там. И вот один старший ангел, он всю ночь, он заметил дырку в стене, и всю ночь ее как бы заделывал глиной, зашпаклевал, короче, всю эту дырку современным языком, вот Гена поправит меня. Вот. Замуровал, а потом зашпаклевал, может, даже побелил. Вот. И утром их также подняли рано и все, сказали, давайте, шуруйте. Вот. И на вторую ночь они пришли в дом бедняка, где их приняли с любовью, положили на свои кровати, на которой сами спят, а сами на пол улеглись. Вот. Отдали все последнее им на ужин. И утром, как бы скрипя сердце, сдерживая слезы, проводили их, потому что в эту ночь умерла их корова. В эту ночь умерла их корова. Вот. Но они ни слова не сказали, проводили, даже слез не пролили, как бы пытались изобразить радость, что они были рады, и отправили путников. И вот второй ангел, младший, спрашивает, ну как же так? Как же так? Почему ты так поступил? Вот мы были в доме купца, ты ему евроремонт сделал в подвале, а в доме бедняка ты не помог, у них коровы не стало, они там с голоду помрут. Ты это сам, почему им-то не помог? Ну и ангел первый объясняет ему, говорит, знаешь, там в доме богатого я за этой дырой увидел клад. И я не хотел, чтобы этому богатому еще и клад достался. Пусть он когда-нибудь достанется кому-нибудь после него. И потому я заделал эту дыру, чтобы он никогда не нашел этот клад. А в доме бедняка в эту ночь, говорит, приходила смерть за хозяйкой. И мне нечего было ей предложить, как только коровы этой.
Вот. Ну, такая вот притча православная, поэтому со своими представлениями. Вот. Но смысл понятен. Мы не знаем, почему люди так поступают. Я еще из жизни верующих людей знаю такие ситуации. Вот еще одна ситуация из жизни верующего человека. Один верующий постоянно на собрание в воскресенье ходил через рынок. Короткая дорога через рынок. И он всегда видел пожилого брата, который на рынке торговал в воскресный день, продавал изделия. Он был плотником хорошим или столяром, он делал игрушки деревянные, там, табуретки делал, мебель какую-то делал. И он стоял на рынке, и вот это все. И он приходил, всегда запаздывал на собрание, а у этого такое осуждение в сердце, такое осуждение всегда. Вот брат, воскресный день, на рынке. Нас-то учат в церковь пораньше приходить, я тоже борюсь с этим, знаете. Учат, а этот на рынке мошну свою набивает в воскресный день, еще и опаздывает на собрание. И вот случился день, когда этот пожилой брат умер. И все пришли на похороны, и кроме верующих людей на похороны пришло очень много неверующих людей. И все стали говорить, какой замечательный был этот брат, и что как много он помог другим людям. Кому-то деньги тихонько положил, в конвертике, там, в почтовый ящик подбросил, кому-то в книжку вложил деньги, когда посещал, кому-то отремонтировал табуретки, бесплатно сделал. И когда он слышал, там куча благодарности, вся церковь была благодарна этому человеку, неверующие были благодарны и рассказали о его святой жизни, что он этими финансами, которые зарабатывал даже в воскресенье на рынке, он просто отдавал это все людям. И как было стыдно ему в тот день за то, что такой суд он дал. И это лишь маленькие иллюстрации, таких миллионы иллюстраций, как действительно мы, даже в нашей церкви, может быть, и я пересуживаю сердце своим, когда я говорю, что не опаздывайте, там прочее. А человек, может быть, в это время доброе дело с утра успел сделать. Я не знаю, какое, так. У каждого ситуация разная, поэтому Писание говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который откроет все скрытое во мраке и обнаружит все сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала. Странно, что Бог в этой ситуации говорит о похвале. Обнаружит скрытое во мраке, но будет похвала. Для меня это удивительно, что все равно будет похвала. Он обнаружит сердечное намерение, скрытое во мраке, но будет какая-то похвала каждому. Бог знает скрытые мотивы сердца, и мы, когда судим, мы не знаем, почему человек так поступил. Мы не знаем, из каких глубин исходят эти побуждения, и он так поступил. Почему иногда жестко поступают с нами люди, какой у них жизненный опыт был. Поэтому, друзья, Писание это проводит, это очень хороший стих. Не судите никак. Вообще не судите никак. Ни хорошо, ни плохо. Не судите никак. Потому что мы иногда видим человека хорошего. Мы же иногда судим еще хорошим судом, правда? Мы иногда в своем сердце превозносим человека, видных каких-то деятелей, там, хорошие. А потом суд Божий покажет, что он был не таков, он только в наших глазах был хороший, а у человека совершенно было испорченное сердце. Может такое быть? Мы иногда даже своим судом превозносим кого-то, даже обратную сторону покажу этого. Поэтому Писание говорит, не судите никак, ни в лучшую, ни в худшую сторону, пока не придет Господь, потому что суд будет потом, окончательный суд. Хорошо. Я буду заканчивать, потому что времени у меня осталось немного. Бегло пройдусь еще по некоторым стихам. Римлянам 2:16. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Просто указание идет на то, что есть определенный день, когда Бог будет судить через Иисуса Христа все наши дела, тайные дела человека, все дела человека через Иисуса Христа. То есть Иисус Христос будет участвовать, но только потом, в конце нашей жизни. Этот день обязательно придет. Этот день обязательно придет. Не торопите этот день. Не торопите этот день. Нам очень иногда хочется, чтобы суды Божьи сошли прямо сейчас. Но Бог говорит, что Он долготерпит. Он долготерпит нас, чтобы пришли к покаянию. Почему суды не свершаются сразу. Еще есть много мест Писания, которые говорят, почему не свершаются суды сразу Божьи. Но есть определенный день. Иоанна 12:47. И если кто услышит меня, и если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Важные слова Иисуса Христа, что даже Он, будучи облечен
право судить в мантию такую, да, будучи как бы полномочен судить, он говорит, я не пришел судить мир. Он приходил сюда, чтобы спасти мир. Его цель была, а иначе, нам всем было что предъявить, но он это понимает. Он не тратил на это время, он пришел, чтобы помочь нам исправиться, чтобы помочь нам избежать суда Божьего. Вот задача Иисуса Христа, и сегодня она та же. До Его второго пришествия она не поменялась, задача Иисуса Христа, а мы должны следовать задачам Иисуса Христа, следовать Его плану. Если Он не пришел судить, то почему мы должны судить? Наша задача помочь человеку исправиться, чтобы спасен был. Вот цель церкви, вот цель Иисуса Христа. Вот важная мысль, которую нам тоже нужно сегодня себе где-то обозначить. Еще одна важная мысль, она написана здесь, я ее не выписал, но она есть в Писании, 1 Коринфянам, 5 глава, я бегло зачитаю. Это 2, извините, 1 по Коринфянам. Еще одна важная мысль, которую хочу вам оставить напоследок. Вот. 1 Коринфянам, 5 глава, последние стихи. Сейчас, одну минутку, вот я уже близко. Не люблю листать на людях, тратить ваше время. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните извращенные среды вас». Он говорит, что нам внутренних надо судить в этом стихе. Это как бы заключение всей главы, в которой он рассказывал, что надо обращать внимание на согрешающих и не быть, снисходительными к грехам. Но он говорит о том, что внешних нам не надо судить, их судит Бог. И вообще, друзья, как мы можем судить внешних по критериям верующих людей? Они не знают Писания. У них нет света, который есть в нас. Но Слово свет, когда оно пришло в нашу жизнь, оно помогло нам измениться. Мы узнали, как правильно поступать. А мы иногда внешних наших неверующих людей пытаемся под критерии верующего человека подогнать и судим их судом, которым надо верующих судить. Понимаете, о чем я говорю? Этот мир, он не знает Бога, он не знает Божьих требований. Поэтому нам сегодня предъявлять к нему какие-то претензии глупо, нерационально. Это трата времени. Потому все мои воздыхания перед телевизором, ах, как все плохо, какие все плохие, это пустое. Мой друг Нагорнов, он сказал, что толку говорить миру, что он тьма? Он не перестает от наших слов быть тьмою. Он тьма и есть. Но надо туда свет пролить. Свет пролить. Вот наша задача сегодня свет туда пролить, в этот мир. Не с суждениями своими ходите, и с точки зрения верующих людей говорить, как вы не правы. Как ты, начальник, не прав, потому что Слово Божье говорит вот так вот. И мы учим. Так он в жизни не брал Слово Божье. Откуда он знает, и он поэтому поступает так, как этот мир поступает. Нет смысла никакого, иррационально это все. Неконструктивно. Хочу, чтобы вы тоже научились мирских людей вообще не судить никак. Вообще, тем более судом верующего человека по критериям Библии. Он говорит, внешних судит Бог. Он будет с ними разбираться. Вообще забудьте об этом. Еще немножко времени, буквально. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления, намерения сердечные». Евреям 4:12. Слово, еще раз повторюсь, это подтверждение моих слов, что именно Слово Божье нас возродило. Мы возрождены через познание Слова Божьего, через его принятие. То есть оно звучит для всех, но кто-то его принимает, и оно действует. Оно разделяет наши мысли, оно помогает нам мыслить рационально, помогает отделить тьму от света, наши поступки оценить правильно. Слово Божье. Вот чем нужно страдать. Друзья, если вы хотите помочь человеку исправиться, почитайте с ним вслух Библию. Как раз о тех проблемных вещах, которые видите в нем. Пусть Слово его коснется, не ваши какие-то сухие обвинения, а пусть Слово коснется, оно гораздо больше наших слов. Понимаете это? Проходим дальше. Иоанна 3:17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Понятно? Свет пришел во весь мир, но люди пожелали остаться во тьме. Прекратите их судить, это их выбор.
Не судите. Если они не отвечают на свет, который вы пытаетесь им принести, поймите, это их выбор. Суд им давно предрешен, он уже висит над ними миллионы, простите, не миллионы, там тысячи лет. Гиена это огненная. Суд давно определен. У них был шанс избежать суда. Свет пролился в их жизнь, но они не захотели, намеренно не захотели вникать в то, что вы им говорите. Им тьма нравится больше. Это их выбор. Не судите их за их выбор. Печалиться можем, но судить ни в коем мере. Дальше. Луки 12:14. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. Иисус вот в данной ситуации, когда ему предложено было встать на место судьи и разделить какой-то материальный спор, он сказал, что на это есть поставленные люди, другими словами. Никогда мы не должны вставать в позицию судьи федерального и разбирать какие-то вот такие вещи, в которых мы некомпетентны. Нас никто на это не ставил. Некомпетентность наша. Понимаете, да? Я говорю уже о делах житейских. Тут именно об этом вопрос был. Дальше. Ну, еще Иисус говорит в Иоанна 8:15. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Иисус опять подчеркнул, что Он никого не судит. Наш Господь, с которого мы берем пример, никого не судит. Слышите меня? Ни по плоти, никак. Он никого не судит. Мы должны поступать так, как Он поступал. Не судить ни по плоти, ни без плоти, ни духовно, не судить. И последнее. Евреям 9:27. Это для всех нас, вот уже время подошло. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения. Друзья, это последнее слово для нас, чтобы мы понимали, что человекам всем положено умереть. И все человеки придут на суд. Успокойтесь. Не останется ни одного, кто не придет на суд. Не думайте, никто из злодеев, на которых вы негодуете, нечестивцев, не избежит суда Божьего. Все после смерти придут на суд. Так что не пытайтесь исправить здесь что-то, дать больше суд, чем будет там потом. Он будет страшный, этот суд. Но Бог пришел сюда, чтобы не судить, чтобы помочь людям не прийти на этот суд. Вот о чем. И мы сегодня должны этому следовать. Мы, осознавая то, что все люди придут на суд, не избегнут и попадут в ад, мы должны постараться сделать все возможное, чтобы этим людям прийти, в лучшем случае, на судилище Христово, там, где венцы раздают. Там, где венцы раздают. Потому что будет судилище Христово, о котором я читал, что верующих тоже будет ожидать, но не суд, с который приговор будет вынесен на этом суде к погибели, а будет судилище Христово, где по тем делам хорошим, которые мы делали, худым, будет просто похвала, венцы. Вот. Или ничего. Просто войдешь в Царство Божие с пустыми карманами, с пустой головой, без венца. Вот. Вот наша цель и задача сегодня. Не судить, а людей приводить ко Христу, чтобы они Слово Божие от Него услышали, и Бог их поменял. Не мы меняем людей. Вот, извините, немножко скомкал в конце, но просто хотел быть во времени с вами. Давайте мы с вами помолимся. Я не знаю, убедил ли я вас вообще не судить никак, но мне бы хотелось, чтобы я себя убедил. Я хотел, чтобы я в первую очередь исправился и перестал это делать. Перестал судить этот мир, огорчаться от того, что он такой. Да он и есть тьма, чем мне удивляться, чего мне огорчаться? Он всегда был таким. Просто мы сегодня тяжелее это переживаем, потому что нас коснулось. Нас серьезно коснулось. А так до этого он всегда был. И мы так не возмущались. Но вот он проявил сегодня против нас, это пришло в нашу жизнь сильно, и мы начали возмущаться, мы начали судить этих внешних. Не надо этого делать. А еще больше не надо судить и внутренних вот таким образом. Судом неправедным по внешности, по нашим впечатлениям, по незнанию этих людей. Да пусть у нас сегодня поменяется наше мышление. Лучше себя судить. Если хочется судить, судите себя. Отец Небесный, Владыка Святой Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, которое многообразно и многократно говорит о том, что нам не надо и не стоит судить никого никак прежде времени, пока Ты не придешь. Помоги нам научиться этому. Господи, вот из чувства справедливости и многих других мотивов, которые мы сегодня озвучили, мы, к сожалению, сегодня много судим, много пересуживаем в своих сердцах. Некоторые даже в сплетни какие-то даются, потому что судят за спиной человека, а это есть сплетни. Господи, избавь нас от этого, помоги нам очиститься от этого, следить за собою.
в свою жизнь вникать, в свои бревна из глаз вытаскивать. Господи, я прошу Тебя, пусть это слово, оно помогает нам, Господи, в этой решимости, Отец, очищаться перед Тобою самим, Господь Боже, и благовествовать другим, чтобы приводить их к Тебе, а Твое Слово будет их очищать. Ты будешь их очищать через Свое Слово. И если они не изберут Твое Слово, то останутся по своему выбору такими, как хотят быть, Господь. Но это не наша проблема, Господь. Это не наши суды, не наши суждения, не наши выводы, они никак не помогут им справиться. Если Слово Твое не помогло, то наши выводы, наши суждения никак не помогут. Благослови людей, Господь Боже. Благослови, чтобы приходили к свету, чтобы было больше спасенных, потому что люди идут к своему суду, страшному суду. И надо об этом суде говорить людям, что ждет человека в дальнейшем погибель и суд Божий за все его дела. Пусть хотя бы устрашатся, если не устыдятся. Боже, помоги нам не молчать об этом, Господь, не судить, а благовествовать и говорить людям о свете, который есть сегодня и который в мире меняет многие сердца человеческие. А я благодарю Тебя, что этот свет и сегодня просвещает меня и указывает мои темные глубины. Господи, указывай дальше, помоги мне сегодня осознанно, Господь Боже, исправлять свои греховные дела и мысли. За все благодарю Тебя, славлю, любящий, добрый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Все, спасибо. Спасибо. Ісус ледь радійте мій, я не шомте, куштуйте му, не вінчила мій помте, ки власний та єси поліпі, Ісус Отця наша лемербі. Юни вірми пимуйце, Христа щете, Христе щеце ксе, без є спомте, радійте лембі, подам ще се та без нані. Yes,